Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на март 2020 года для козерогов. Рассмотрим сферы отношений, рассмотрим основные сферы, которые будут действовать в марте, рассмотрим сферы отношений, работы, финансов и совет. Сначала основные события, которые будут происходить у козерогов, посмотрим на колоде Таро, на старших арканах. Разделим месяц на 3 части, и вот первые 10 дней у козерогов будет силы старший аркан. Во второй части месяца карта дьявола, и в третьей части месяца карта луна. Посмотрим, что важного происходит. Вот все карты говорят о том, что у вас будет очень много соблазнов в этом месяце, будет много тайн, вам будет хотеться, возможно, кого-то обхитрить, объегорить, да, вас могут обманывать, что-то от вас скрывать, вам будет хотеться воспользоваться своей властью, поддаться своим инстинктам и так далее. Тем более весна – это как раз вот месяц, когда в нас просыпаются вот инстинкты очень мощно, да, и вот карта самая первая говорит о том, что нам как раз нужно их контролировать. Нам их нельзя подавлять, нам нужно обязательно их контролировать как? Любовью, да, то есть мы должны сами с собой договариваться, мы ни в коем случае не должны ставить себе каких-то жестких там установок, мы не должны себя как-то держать в каких-то жестких рамках. Нужно обязательно давать себе то необходимое, что просит наша душа, наш организм, да, наша природа. Но если, допустим, это то, что требует наша природа, совершенно как бы не подходит к нашей жизни, как-то портит ее, да, то тогда нужно эту энергию перенаправлять мягко. Но ни в коем случае не стараться заглушить, потому что против природы мы не сможем все равно ничего сделать, то есть может быть только хуже, да, то есть ваш организм взбунтуется и ответит либо болезнью, либо наоборот вы как-то сорветесь, да, и несмотря на все ваши разумные доводы, можете попасть в какую-то историю. Здесь вот могут быть вопросы сексуального характера, могут быть вопросы, связанные с управлениями собственными эмоциями, да, когда мы подавляем гнев, когда мы подавляем наши собственные желания или аппетит, да, допустим, вот мы здесь каким-то образом хотим на себя жестко повлиять, но наша природа, она очень как бы древняя, да, и вот эти инстинкты, они там века уже создавались, и не нам их как бы приручить, скажем так, да. Единственное, что мы можем сделать, это относиться с любовью к себе и делать так, чтобы как бы и наша природа была довольна, и в то же время не страдала наша разумная часть жизни. То есть это вот нужно очень так мудро подходить к этим вопросам. Кроме того, вот карта силы, она связана с успехом, с солнцем, с творчеством, когда мы показываем себя вот во всей красе, когда мы в центре внимания находимся. Очень хорошая карта для каких-то публичных выступлений, для публикации, если, допустим, вы пишете какие-то статьи, тексты, книги и так далее. Карта для актеров очень хорошая, да, это вот действительно успех, когда мы выражаем себя. Люди обращают на нас внимание, нами восхищаются. Карта очень хорошо связана вот со спортом. Кстати, вот с помощью спорта, да, вот мы можем энергию перенаправить. Хобби, увлечения какие-то, тоже вот здесь очень удачно в это время. Также карты, связанные с детьми, могут решаться вопросы детей, когда тоже вот нужно будет очень мудро с ними общаться, ни в коем случае не подавлять их, не запрещать, да, а вот стараться обращаться к их, как сказать, ну, в общем, стараться общаться с любовью, чтобы они чувствовали, что вы на их стороне, что вы о них заботитесь, чтобы не было бунта такого ненужного, да, который вам не удастся, скорее всего, подавить. То есть, несмотря на то, что вы взрослые, а не дети, да, они все-таки как бы личности, и они могут начать проявлять там свой характер, и вы даже не сможете ничего с этим сделать. Либо скрывать это что-то от вас начнут. Также карта может говорить еще о том, что нужно посвятить время отдыху, досугу, отпуску.
Не забывать о том, что мы обязательно должны восстанавливать силы, причем нам не просто нужен отдых, а может быть красота какая-то нужна, да, природа и так далее. Вторая часть месяца, вторая декада, выпадает карта Дьявол. Замечательное время для того, чтобы достигать больших высот в карьере, зарабатывать большие деньги. Замечательная возможность вот проявить себя, проявить власть, влияние, занять какую-то должность хорошую. Эта карта, она связана также и с вопросами добра и зла. Может быть, придется выбирать, да, вот между тем, как вам действовать. Карта говорит о том, что нужно действовать только по закону, иначе можете попасть в зависимость, либо вот даже вот ограничение свободы может быть по этой карте, если действовать вот в обход закона. А также карта говорит о том, что, может быть, поймете вы какое-то свое призвание, там, социальное или, может быть, призвание в творчестве, да, которое вот денежки вам может давать. Может быть, вопросы репутации подниматься, авторитета. Вот вы можете стать человеком, знаете, таким очень успешным. Кстати, вот эта карта, она еще связана с историей. История не просто вот наша, да, ну, хотя и наша судьба тоже, вот наше прошлое, но и история там страны, история рода, может быть, вот этими вопросами можете заниматься. Так, что еще здесь может быть? Отношения, да, вот с начальством, с вышестоящими, вопросы власти, вопросы известности, уважения, каких-то, может быть, противостояний, да, серьезных, вопросы отношения и требовательности к себе, вопросы жадности, вопросы гнева. То есть вот здесь вот все может быть очень так прям требовательно о себе заявлять, да, и вот эта карта вот первая говорит о том, что нужно все-таки владеть собой. Вот здесь опять же у нас карта инстинктивная, да, карта Луны, то есть нужно обязательно контролировать себя, но контролировать мягко, с любовью, то есть не ограничениями, не просто нет, да, а на что-то заменить. Третья часть месяца у Козерогов выпадает карта Луна, и она как бы хорошее такое завершение месяца. Вы можете получить как бы удовлетворение от того, что вы сделали, да, вы можете здесь действительно начать какое-то большое важное дело. Вот здесь у нас карта растущей Луны, да, которая у вас будет успешно. Действительно, посмотрите вот по этим картам, да, вы можете действительно здесь очень важное что-то сделать. И вот эти два кипариса говорят о том, что будет пройден как раз вот этот порог, да, вот когда вы еще сомневаетесь, можете вы это сделать или нет, вот после вот этой черты вы уже все как бы в потоке, вы уже подхвачены жизнью, уже все как бы само собой происходит в ваших делах. Также карта связана с домом, с детьми, с материнством, с родиной, недвижимостью, какими-то, может быть, поездками к родителям, общение там с матерью, с отцом и так далее. Это вот то, что касается общения, отношений, да. Также карта творчества. Может быть, какие-то таланты, способности вдруг вы в себе откроете, начнете проявлять, или займетесь эзотерикой, астрологией, психологией. Вот может очень сильно вам захотеться этим заниматься, потому что будут такие ситуации в течение месяца, когда вы будете вот ловить вот этот момент контроля, как контролировать себя, как контролировать свои чувства, как делать выбор, как вообще научиться собой управлять, да, и вот здесь вот вы уже можете прийти к заключению, что вам нужно этим заняться как-то серьезно, понять для себя вообще, как вам справляться с таким сложным механизмом, как человек. Так, что еще здесь может быть по этой карте? Здесь может быть у нас вопросы покупки, продажи недвижимости, могут быть какие-то тоже вопросы, кстати, с родословной связаны. Вот здесь вот у нас тоже вот эта карта говорит о том, что вы как-то можете заняться, интересно вам станет. Также, знаете, может быть какая-то цикличность, да, опять же, вот что-то было уже в вашей жизни, начинает повторяться, это все как бы новый круг такой. Также может быть вопросы там прописки, аренды, регистрации, может быть даже там покупка не только дома или квартиры, там может быть гараж, дача и так далее. Давайте посмотрим отношения.
Для тех, кто пока без пары, для тех, кто в паре и для тех, кто в ссоре. Работа, тоже 3 карты. Для тех, кто в поиске работы, для тех, кто имеет уже работу, для тех, у кого свое дело. 2 карты достала, пусть будет. И финансы, совет. Так, у козерогов в отношениях все очень даже и неплохо, да. У тех, кто в поиске партнера, да, у тех, кто ищет своего человека, ждет своего человека, здесь замечательная карта появляется, как раз связанная с людьми, которые нам подходят. Да, людьми, которые для серьезных отношений, которые действительно твердо стоят на ногах, уже состоялись как личности, которые могут быть ответственными, решительными, которые могут как бы долгое время с нами рядом находиться. Замечательная возможность у козерогов. Для тех, кто в паре, выпадает карта «Гора». Ну и, конечно же, здесь как покровительство, может быть, допустим, какие-то вопросы у вас сложные или с финансами, или с недвижимостью, или еще с чем-то, с детьми, допустим, да, с какими-то государственными структурами, чиновниками. Вам могут помогать либо люди, которые более старшего возраста, либо родители, либо люди, которых вы знаете, вот в круг ходят ваших знакомых, да, и могут вот помогать вам решать эти вопросы, потому что вот вам что-то в этом месяце самим трудно решить. У вас здесь зима, да, и гора, то есть как бы что-то недоступно для вас. Это может касаться взаимопонимания, это может касаться, допустим, отдыха, или может касаться решения каких-то вот вопросов, связанных с поездками, там, визами, прописками. Может быть, там с детьми какие-то проблемы тоже. Вот нужно будет привлекать помощь со стороны обязательно, потому что без этого вам будет очень сложно. Посмотрите, здесь вода, да, вода – это прошлое, то есть это люди, которых вы знаете, это какие-то ситуации, связанные с критическими, да, с неожиданностями какими-то. Здесь могут быть какие-то там страхи, болезни или какие-то проблемы трудноразрешимые, да. И вот именно вам нужно, может быть, даже гордость преодолеть свою или нежелание, допустим, просить кого-то и обратиться к людям, которые могут вам помочь. Вот также карта может говорить о том, что нужно будет переждать какой-то период охлаждения, да, нужно как бы надеяться на самое лучшее, ориентироваться на те планы и цели, которые вы ставили ранее, да, и немножечко как бы подождать, либо в обход нужно будет тут идти. Для тех, кто в ссоре, карта ребенок, то есть может быть обновление отношений, либо если у вас действительно есть детки, да, то вот детки могут вам помочь помириться. Также карта говорит о том, что нужно быть искренними, честными, нужно говорить все как есть для того, чтобы ваш партнер вас понял. Тогда вот и возможно примирение. Работа. Для тех, кто в поиске работы, выпадает карта развилка. Замечательная возможность, будет очень много предложений, даже будет понятно, что и как вам делать, но будет сложно сделать этот выбор, потому что, скорее всего, будет привлекательно каждое из предложений. Но вот карта говорит о том, что нужно слушать себя, нужно ориентироваться на свои цели, желания, на свой опыт, да, и на возможность дальнейшего роста, на полезность деятельности, на возможность, где есть и отдых, и работа, да, то есть, в общем, то, что вас греет, вот то, что вам нравится, вот именно на что сердце откликается, вот туда и нужно делать, там и нужно делать выбор.
Для тех, кто работает, выпадает карта Луны в последней четверти. Скорее всего, доделывать приходится какие-то важные дела, могут быть какие-то сложные моменты в коллективе, в взаимоотношениях, да, может быть каких-то эмоций много лишних по поводу и без повода, могут быть какие-то непонятные моменты в плане информации, документов, может быть, какие-то потери, утери, да, и, в общем, здесь действительно сложная такая ситуация может быть, но хорошо, что она заканчивается, да, то есть все прояснится скоро, и как бы вот вы закончите этот период, и начнется новый, как бы с нуля всегда начинать легче, приятнее, потому что мы там еще никаких ошибок не наделали, да. Также карта связана и с влиянием женским, может быть, в коллективе есть женщина, которая воду мутит, либо начальник женщина, да, и она создает такие вот как бы условия, требования какие-то у нее слишком жесткие или наоборот расплывчатые, да, может быть у нее как бы она подвержена перепадам настроения и так далее. То есть вот как-то сложно может быть работать на этой неделе. Может быть, допустим, какое-то время вы ожидали там выплаты зарплаты, и вам ее не выплачивали, да, вот тоже вас это может огорчать. Также карты, связанные с какими-то соблазнами, да, допустим, что-то сделать не по закону, что-то сделать не по инструкции. Тоже вот здесь вот будьте внимательны, иначе потом могут быть последствия. Для тех, у кого свое дело, выпадает у нас тут две карты. Выпадает женщина, которая у нас здесь в лесу, да, на природе расположена тут, и карта белая. Если говорить о двух этих картах, можно сказать так, что огромное влияние на ваше дело будет иметь ваше творческое начало, ваша, скажем так, идеология, да, то есть ваши убеждения, то есть как вы умеете влиять на коллектив, с кем работаете, как вы умеете влиять на клиентов, что вы вкладываете в свой продукт, свою услугу. То есть, знаете, какой-то такой высокий смысл должен появиться у вас вот в этом месяце, для того, чтобы у вас действительно был хороший результат, продвижение, чтобы в денежках было как бы все хорошо, да, вы должны начать смотреть на все по-другому. Вы должны смотреть как-то далеко, во-первых, вперед, это раз. Во-вторых, о пользе большой думать для других людей. И в-третьих, использовать свои какие-то природные данные для того, чтобы ну, как бы научиться вот это все переводить в свое дело, да, то есть использовать свои таланты и способности в своем деле. Финансы. В финансах выпадает карта коса, она говорит о том, что как бы денежки можно косить. Вот здесь у нас тут огромный сток сена, да, и здесь у нас снопы, и уже здесь как бы закончена работа, да, все уже скосили, уже все готовое лежит. То есть будет приходить хорошая прибыль как результат ваших прошлых вложений, проектов, могут приходить прошлые клиенты, которые уже у вас были, да, и вот денежки у вас все время будут. Могут быть хорошие, такие большие прибыли финансов, и плюс дополнительно еще из каких-то мелких источников. Могут быть решаться вопросы с недвижимостью, может быть, для кого-то это будет продажа недвижимости, покупка недвижимости. Может быть, будет запущен какой-то новый проект, откроется благодаря вот вашему опыту, вы можете начать какой-то еще новый проект, который принесет достаточно денег. И здесь у нас вообще вот такая сельская как бы картина, да, и карта говорит о том, что пришло время отдохнуть немножко, да, то есть вы как получили результат, для того, чтобы деньги были, нужно обязательно собраться с духом, отдохнуть, подумать, что вы хотите дальше сделать. Также вот у нас здесь вот колесо, да, колесо, оно всегда у нас связано с цикличностью. То есть вам нужно будет снова запустить этот процесс, но прежде всего вы должны как бы собраться с мыслями, все проанализировать, ваши ошибки, ну, в общем, ваши достижения, как что-то улучшить, да, то есть нужно как-то поднимать уровень того, что вы делаете уже на более высокий. Совет для козерогов на эту неделю: выпадает карта собака.
которая говорит о том, что нужно уделять время своим друзьям, близким, людям, которые нас любят, люди, которые в нас верят. Также нужно быть человеком, если, допустим, это касается деятельности, нужно быть человеком очень как бы полезным, да, быть человеком, который вот именно то дает окружающим, что от него ждут, что от него просят, и, может быть, даже немного больше. Нужно вот как бы твердость такую сохранять, преданность. Вопросы комфорта в общении, комфорта как бы вокруг себя, вопросы заботы о других людях, они вот выходят на первый план. И вот на это нужно обратить внимание, потому что месяц здесь действительно соблазнов, да, и поэтому нужно переключаться на вещи какие-то важные, которые нас поддерживают всегда, которые дают нам стабильность, да, вот для того, чтобы вот от этих всех соблазнов уйти, нам нужно как раз вот такое окружение из близких людей, и если мы будем именно на этом главный акцент держать, то вот месяц пройдет у нас очень легко, удачно и не затронут нас проблемы. Друзья, желаю замечательного марта, желаю обновления, желаю радости, счастья, всего вам доброго, до новых встреч.